Добрый день, уважаемые коллеги. Просим прощения за задержку. Меня зовут Екатерина Альфредовна. Я работаю учителем начальных классов с обучающимися с нарушением слуха. И сегодня мы поговорим об особенностях детей с нарушением слуха и об организации учебно-воспитательного процесса. Как известно, к категории детей с нарушением слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее нарушение речи, нарушение слуховой функции. Понятие нарушения слуховой функции человека подразумевает в первую очередь снижение его способности обнаруживать и понимать звуки, а также трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Нарушение слуха у детей оказывает значительное влияние на все процессы психического развития, в результате чего возникают специфические особенности как в познавательной деятельности, так и в личностной сфере. У детей с нарушением слуха восприятие и узнавание протекает более медленно, чем у слышащих сверстников. Им требуется больше времени для того, чтобы выделить информативные признаки предмета. Это связано с менее подробным анализированием и синтезированием предметов в прошлом опыте детей, с замедленным формированием у таких детей произвольности процесса восприятия. Развитие воображения у школьников также характеризуется значительным отставанием. Специфические особенности воображения обусловлены замедленным формированием речи детей, в частности, своеобразным развитием значений слов, отставанием в развитии сюжетно-ролевой игры и мышления. В развитии памяти детей с нарушением речи отмечается преобладание образной памяти над словесной. Процесс запоминания у них опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов. По соотнесению вновь воспринятого способом действия. Поэтому им требуется в 3-4 раза больше времени и в 3 раза больше показов, чтобы научиться решать какие-то задачи. В развитии речи детей с нарушениями важной особенностью является почти одновременное овладение ими несколькими различными видами речи: словесной, то устной или письменной, дактильной и жестовой. Глухие и слабослышащие в зависимости от своих возможностей воспринимают речь окружающих 3 способами: на слух, зрительно и слухозрительно. Основным способом восприятия устной речи для детей с нарушением слуха является слухозрительное, когда ребенок видит лицо, щеки, губы говорящего и одновременно слышит его с помощью слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов. Таким образом, изучение особенностей протекания психических процессов у детей с нарушением слуха, их учет при организации учебно-воспитательного процесса – это основа индивидуализации и дифференциации правильного подбора методов, приемов обучения детей с нарушениями слуха. Организуя обучение детей с нарушением слуха, мы, педагоги, ставим перед собой не только академические задачи, это научить читать, писать, решать или считать, но и специфические, такие как эффективное развитие слухового восприятия, произносительных навыков, развитие языковой способности и коммуникативных навыков, развитие и формирование всех мозговых процессов, это мышление, снохоречевой памяти, слуховой памяти, накопление пассивного и активного словаря параллельно с расширением представления об окружающем мире. Следующее. Развитие и понимание устной речи, слухозрительно и на слух на основе накопления словаря. Развитие диалогической и связной речи. Развитие у ребенка потребностей в речевом общении. Безусловно, решать эти все задачи необходимо через деятельность,
практику речевого общения на основе обязательного развития всех психических функций. Реализация коммуникативного подхода в обучении учащихся выражается... Так, презентация у нас куда-то делась. Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении учащихся выражается, во-первых, в уточнении. Во-первых, уточнение предметной соотнесенности речевого материала. Накопление и активизации словаря. При этом, особенно в начале обучения детей с нарушением слуха, используется действие с предметами, с картинками. Такие задания, как «послушай и повтори», «покажи где», «назови одним словом», «скажи по-другому». Во-вторых, в обучении пониманию, употреблению различных по коммуникативной направленности типу высказываний, это побуждение, пообщение, вопрос, такие задания, как типа «спроси у меня», «попроси», используя вежливые слова и так далее. В-третьих, формирование речевой активности и навыков связанной речи для обеспечения практики речевого общения, усвоения закономерностей использования слов и фраз в учебно-игровой форме даются базовые речевые конструкты, обслуживающие разные сферы жизни учащихся и многократно воспроизводимые в коммуникативных ситуациях, на индивидуальных занятиях, на уроках и во внеурочное время. На всем этапе обучения детей с нарушением слуха ведущим принципом является принцип максимального обогащения речевой практики, который отражается в систематичной работе по обогащению, уточнению, коррекции и активизации словаря учащихся. Данный принцип реализуется на всех уроках, но особенно на специальных уроках развития речи и предметно-практического обучения, где большое внимание уделяется работе над диалогом, отработке различных речевых конструкций, умению понимать и выполнять поручения, а также давать под ним отчеты. Кроме этого, организуя обучение детей, также мы придерживаемся принципа динамичности восприятия. То есть учебный материал, принцип динамичности восприятия учебного материала предполагает использование заданий по степени нарастающей трудности. Мы подбираем задания, при выполнении которых используются действия различных анализаторов: слуховой, зрительный, кинестетический. То есть дети и слушают, и ощупывают предметы. Сейчас хочу обратить ваше внимание на видео и немножко вам его показать. Мешочки. Вот, чудесный мешочек, кинестетический показ, пощупать, узнать. Ручку вторую достань. Самолет. Ну-ка, Настя, попробуй. Что там? Что? Угадаешь? Хорошо. Так. Мешочки. Что там? Не знаю. Ты знаешь? Ну, пощупай. Не знаю. Ручку вторую достань. Самолет. Ну-ка, Настя, попробуй. Что там? Что? Угадаешь? Ну, попробуй достань. Что там? Что это? Да, давайте красиво прочитаем.
Молодец. Хорошо. Хорошо. Умничка. Умничка. Али. Руки убери от лица пониже мне. Не пропустил. Давай еще раз. Анк. Молодец. Молодец. Соня. Умничка. Молодец. Умничка. Молодец. Танк. Спряталась. Посмотрите внимательно. Что там? Марк, посмотри, Марк, посмотри, что тут? Так, быстро. Так, быстро Молодец. нашел. Молодец. Что тут? Соня, что тут? Ну, без руки. Молодец. Молодец. Нашел, что тут? Нашел, что тут? Нет. Нет. Настя, что тут? Настя, что тут? Ты сюда смотри. Ты у себя смотри. Ты еще не нашел. Что у тебя? Посмотри. Конечно. Конечно. Что у тебя? Марк, что у тебя? Что это? Что это? Молодец. Молодец. Настя нашла? Настя нашла? Вот. Вот, посмотри. Что это? Вот. Что это? Вот. Вот. Что это? Что это? Нашла? Не нашла? Помогите Ребята, Насте. помогите Насте. Что это? Смотри. Посмотри. Самолет. Самолет. Хорошо. А сейчас мы с вами Будем будем слушать. Будем слушать. Будем слушать. Посмотрите сюда. А вопрос? Пока вопрос, вы будете слушать. А потом Что это? скажете, что это? Не знаю. Сейчас увидим. Марк думает самолет. Что это? Да. Посмотрите. Слушайте. Слушайте. Что это, Олег? Нет, не слушай. Посмотри. Ну вот, как вы увидели в этом видеофрагменте, здесь идет основа развития и слухового, и зрительного, и кинестетических анализаторов. Кроме этого, еще также решается принцип коррекции и развития высших психических функций. Это внимание, память, где ребятам надо было на зашумленных картинках отгадать, какой урок, какая картинка там, самолет, танк или пушка. Кроме этого, конечно, обязательно в организацию учебно-воспитательного процесса мы придерживаемся принципа мотивации к учению, который подразумевает, что каждое учебное задание должно быть четким. То есть ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. Для создания... Для создания ситуации успеха обучающийся по каждому предмету, вот вы видите на экране, собирает папку-помощницу, куда в любой момент он может обратиться, испытывая затруднения. Вот, как вы видите, папочку по развитию речи, где мы с ребятами учились делить слово на слоги, где мы выполняли задания. Эти листочки они вкладывают в папки, и при любом затруднении они могут обратиться к опоре, к этой, выполнить задание по образцу, по какому-то алгоритму, по принципу «забыл, повтори, вспомни и сделай, выполни».
Вот эта папка «Помощница по математике», где памятка, алгоритм, как решать задачу, составление, запись краткой записи. Вот это также, что с заглавной большой буквы надо писать. Также выполнялись задания на листочках, представленных детям, и они уже вложили потом это в свою папку «Помощницу». Вот, даже на переменах ребята так, когда кто-то хотят что-то вспомнить, то они даже вот тут на перемене они воспользовались папками-помощницами. Повышению интереса к обучению также способствует и широкое применение разнообразной наглядности. А для ребят с нарушением слуха наглядность играет особо важное значение. Среди наглядных средств, применяемых в обучении, выделяют средства предметно-образной наглядности. Это натуральные предметы, плоскостные, объемные изображения, которые помогают компенсировать бедность чувственного опыта глухих детей, обеспечить формирование четких образов предметов и явлений, актуализацию прошлого опыта дошкольников. Вот. Подставляем картинкам, подбираем фразы. На уроке математики, когда еще трудно назвать число и цифру, мы ее показываем на карточках. Тут предметы объемные, где изучали предлоги, где надо было показать, где, видите, там собачка у ребят, на, под, за и так далее. Все на предметах. Так. Кроме этого, используются средства знаковой наглядности, это различные схемы, опорные сигналы, чертежи, карты различные, графики, таблицы. Вот. Тут опора по литературному чтению, где ребята с опорой на эти отвечают на вопросы, что ты прочитал, как называется рассказ, кто автор, кто написал. Параллельно к этому мы ведем читательский дневник, который с опорой на предыдущую наглядную схему. Ребята заполняют читательский дневник. Тут тоже вот из наглядности ребятам представляются опоры, которые они заполняют, уже готовые фразы, которые надо только дополнить предложение. Так, в последнее время мы широко применяем электронную форму учебника, созданную издательством «Просвещение». Электронная форма учебника представляет собой электронное издание, которое соответствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника. Электронная форма учебника включает в себя не только изложение учебного материала, но и тесты, тестовые задания, тренажеры, контроль каждой теме учебника. При организации работы по речевому развитию школьников с нарушениями слуха учитываем обязательно то, что учащиеся очень тяжело и долго овладевают значением слов, содержанием понятий. И это процесс длительный, который идет с постепенным усложнением, расширением изучения слов, благодаря использованию этих слов в разных ситуациях. С целью реализации принципа взаимосвязи между уроками необходима особая организация учебного процесса. Так мы осуществляем тесную связь между уроками ППО, развитием речи, дактильной речи, окружающим миром. Например, вы видите на экране тема «Сказка Репка». На уроках ППО мы лепили героев сказки. На аппликации мы вырезали и клеили героев. На рисовании рисовали по закрытой картине репку. И потом создали уже из вылепленных героев макет. На развитии речи мы получали и уточняли представления о героях сказки, читали эту сказку,
рассматривали сюжетную картинку «Репка» и читали с соотнесением читаемого с изображенным на картинке. На дактильной речи мы также зарисовывали героев, подписывали, составляли словосочетания. На окружающем мире мы закрепили такие понятия, как семья, где бабушка, дедушка, внучка, закрепили овощи, а также занятия людей осенью, уборку урожая. Такой подход позволяет возвращаться к основному материалу темы с постепенным углублением и расширением значения слов. Кроме того, каждый предмет вносит что-то новое в раскрытие темы, а следовательно, появляется и новый речевой материал. Вот вы видите на экране «Репка» слепленная, инсценировка сказки «Репка». Большинство детей с нарушением слуха имеют ограниченный словарный запас, как мы это уже с вами знаем, и недостаточно сформированную грамматическую систему родного языка. Эти дети медленно анализируют и часто с трудом понимают речь. Процесс слушания требует от них большого напряжения, что приводит к быстрой утомляемости. Устав, ребенок отвлекается и перестает слушать. Для решения этой проблемы мы реализуем принцип опережающего обучения. Суть опережающего обучения в том, что накануне урока с детьми разбираем значение новых терминов, новых слов, которые будут использоваться на следующем уроке. Детей учим узнавать эти слова на слух. Опережающее обучение помогает ребенку не только усваивать материал урока, но и включает в ребенка в учебный процесс, активизирует развитие слухоречевого восприятия, памяти и словарного запаса. Приобретенные предметные знания, опыт в устной коммуникации, восприятие неречевых и речевых звуков окружающего мира, в художественной, театрализованной деятельности мы реализуем и во внеурочное время. Наши дети являются активными участниками общешкольных праздников, республиканских, российских олимпиад и конкурсов. Да, видео у нас, наверное, там не то. Ну вот как бы вы видите, что ребята выполняют олимпиаду, чемпионат по окружающему миру. Для первого класса. Для нас это было сложно, потому что словарь недостаточный у детей. Как бы мы справились, и у нас даже есть грамоты за второе место, есть и за первое место грамоты. Мы участвовали во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на сайте УЧРУ. Детки также заняли призовые места. Так, фестиваль чтецов. Поздоровайтесь. Так, не то загрузился. Хотела предложить вам послушать стихотворение. Вот. Мы участвовали в библиотеке Маршака в онлайн-фестивале чтецов, посвященный 115-летию Агнии Барто. Так. Ребята получили все сертификаты участников. Не загрузилась еще, да? Ага. Ребята с радостью участвуют во всех конкурсах, с радостью запоминают, стараются выучить стихотворения и очень ждут грамот, поощрений.
Мгм. Не хочет пока еще идти. Aganena Parado Помощне Десане Уданоше Немано Уданоше Моногодене Уданомо Пенкрату Помагана Saudara akan menyenangkan desa Udanose Nyamano Udanose Monогодене Udanama Pengkratu Pemakana Ona Saudara Konfete Yane Monoutane Skonogodena Tana Yana Salepina Sena Moye Posedena Mastana Kapaposke Posana Penete Sanama Skasana Mame Memena Rastinete Same na ostana nyamako namama самотана памако. Вот, видите, девочка очень старается, стихотворение выучила, рассказывает, но устной речи полностью еще не получается, и пользуется дактилем, пользуется жестами. Вот. Но это девочка, которая 2 года назад пришла вообще без речи практически и без звукопроизношения. Так, вот, да, это грамоты, которые ребята все участвовали в этом конкурсе, и сертификаты получили все. Так. Для включения обучающихся с нарушением слуха в активную речевую деятельность мы тесно сотрудничаем с родителями, как с людьми самыми заинтересованными. Потому что активное включение родителей в процесс формирования речи своих детей – это важный фактор реабилитации ребенка. Ребенок осваивает и совершенствует свои навыки понимания речи и устной речи прежде всего в общении со своими членами семьи. Родители являются для ребенка самыми главными учителями по развитию речи. Для этого мы с первых дней поступления ребенка в школу активно привлекаем родителей к участию в школьных и классных мероприятиях, праздниках, днях рождения, совместные экскурсии, выезды в театры, в походы. Через организацию знакомим родителей с результатами обучения, речевыми возможностями детей, через индивидуальные консультации, регулярный обмен информацией с родителями, через классные общешкольные родительские собрания, через организацию дней открытых дверей, которые
в марте обычно у нас в школе всегда проходят. Оказываем родителям помощь в выборе стиля общения с ребенком, приемов обучения и выполнения домашних заданий для речевого развития ребенка. Только такой совместной деятельностью между педагогами, родителями в процессе формирования речи, включения учащихся в активную деятельность мы добиваемся, скажем так, неплохих результатов в речевом развитии детей, в обучении детей. Хочу представить вам диаграмму. Вот первая диаграмма – это уровень предметных знаний на момент поступления детей в школу. Видите, обучение, все на низком уровне. Диаграмма показывает, что знания детей очень низкие. И вторая диаграмма – это уже результаты контрольных работ. Сейчас, наконец, 1 класса, где видна динамика образовательная программа обучения по предметам. Ребята справляются с контрольными работами, то есть уровень знаний по обучению грамоте, по развитию речи, математике, окружающему миру, по предметно-практическому обучению вырос по сравнению с момента поступления в школу. Также вы увидели на роликах, что и речевое развитие детей выросло, звукопроизношение улучшилось. Таким образом, только такая совместная плодотворная работа, как уже я сказала ранее, дает положительные результаты в обучении детей. Так, у меня все. Спасибо за внимание.